Вер, даже в такое пасмурное утро мы снова продолжаем наше путешествие. Сегодня какие планы у нас? Мы с тобой отправимся сегодня в Джалтай. Я там покажу тебе очень интересное место, думаю, ты оценишь. После этого мы проедем мимо Тамая, Ферапонтивки и поедем во Вдарму. У нас сегодня ждет очень интересная программа. Приезжая в каждый новый населенный пункт, я пытаюсь тебе раскрыть, откуда происходит название. Здесь у нас получается Джалтай. По легенде, переселенец из Алтая, переезжая сюда, осваивает эти территории. У него спрашивают, как тебе здесь живется? И он очень хвалит эту территорию и говорит, что Джаным Калды Алтайда, что в переводе означает «душа осталась в Алтае». И отсюда и происходит название села Джалтай. Мы с тобой попали на древнее старинное кладбище, которое находится в селе Джалтай. Это кладбище может показаться с первого взгляда вообще нетипичным для нашей территории. Это кладбище XVIII века, и здесь похоронены первые переселенцы, которые пришли сюда с Балкан. Здесь мы видим не кресты, а камни надгробные, на которых, если пройтись, мы можем обратить внимание, что есть разная символика, изображения разные. То есть мы здесь можем найти и круги, мы здесь можем найти и кресты разные. Конечно же, это знаки, которые были использованы до христианства, и в христианстве используются тоже. У каждого знака есть свое значение. К примеру, это вечная жизнь, это соединение неба и земли. После того, как исследовали это кладбище, пришли к выводу, что данные камни были использованы еще и в качестве оберегов. Вер, я очень часто проезжаю мимо села Тамай, но практически ничего о нем не знаю. Может, ты что-нибудь поведаешь нам? Маша, я бы сказала, что это село промышленное, потому что здесь сконцентрировано большое количество заводов, предприятий. Здесь, к примеру, завод по сборке тракторов. Здесь у нас завод Тамай Винекс, известный во всем мире. Здесь у нас предприятие по изготовлению косметики. Тут также выращиваются племенные животные, такие как овцы, козы особых пород. И самое интересное, что в этом селе есть ферма по выращиванию голландской коровы. Это молочная корова, которая дает надой до 50 литров в день. То есть все молоко, которое у нас есть на прилавках в магазинах, может быть отсюда? Да, я раскрою секрет, что это как раз молоко, которое привозят на Камрадскую молочную фабрику, где изготавливаются молочные продукты. Проезжая во Вдарму, Маша, конечно же, мне захотелось здесь остановиться и рассказать тебе про историю села Ферапонтивка. Ферапонтивка – это украинское село. Когда официально можно было сюда переселяться, в то время еще было крепостное право. И с Малороссии сюда одна группа беглецов перешла. Значит, для того, чтобы официально здесь остаться и воспользоваться всеми льготами, которые можно было, один из группы подошел к генералу Инцеву, который отвечал за дунайских переселенцев, и попросился здесь остаться. И вот так здесь основывается маленькое селение украинское. И в честь того храбреца, которого звали Ферапонт, и назвали это село Ферапонтивка. Мы приехали во Вдарму, и здесь мы посетим музей. Маша, это единственный музей в Гагаузии, у которого есть статус музея села. Я думаю, что здесь ты много чего услышишь о местных жителях интересного. Пройдем.
Здравствуйте. Меня зовут Мария. Мне Вера сказала, что ваш музей имеет статус музея села, поэтому я хотела бы познакомиться поближе с историей вашего села. Конечно, в нашем музее такая возможность есть. В этом году Музею истории села Авдарма исполнилось 10 лет. А строительные работы по возведению здания музея начались в 2011 году в конце марта. И за предельно короткий срок, за 8 месяцев, были завершены. За это время было не только построено здание музея, оборудован парк вокруг здания, но и претворены в жизнь все внутренние работы. Также на протяжении 3 последних месяцев в селе шла исследовательская работа. Был собран весь материал, который в день открытия музея 21 ноября был презентован жителям села. Сегодня Музей истории села Авдарма является центром музейного комплекса, включающего в себя памятную стелу, посвященную основанию села, памятные плиты с именами первых переселенцев гагаузов, культурно-исторический комплекс Татар-Чөшмесе, мемориал памяти Аджи-Köşesi, часовню памяти жертв ТИФа 1941-1945 годов и голода 1946-1947 годов, сквер памяти Александра Бергера, фотовыставку в холлах бизнес-центра, постоянно действующую выставку о истории церкви села Авдарма, памятник служителям церкви за ее 200-летнюю историю и памятные плиты в честь Петра Петкова, выделившего личные средства на строительство первой церкви в Авдарме, и жителей села, сохранивших церковный архив. Скажите, Елена Федоровна, а есть ли у нас возможность познакомиться с самыми интересными экспозициями вашего музея? Конечно. Для вас экскурсию в нашем музее проведет наш экскурсовод Иван Атанасович. Спасибо. История нашего села начинается с Ногайского родника. С 1563 года здесь жили ногайские татары. Они всегда жили на урочище Юзакай и всегда располагались у родника, который впоследствии получил название татарский или ногайский. Историю этого родника знали все односельчане, все жители нашего села. В 2013 году меценаты нашего села, братья Казмалы, решили реконструировать родник. Специально был разработан проект. Для проекта был привезен белый камень из Крыма. По проекту необходимо было сместить родник на 3 метра чуть дальше. Когда сместили родник чуть дальше, обнаружили, что вода к роднику идет из 2 разных источников. Где начало этих источников, никто не знает, так как они сохранились еще с османских времен, то есть им более 450 лет. Первоначально вода текла у нашего родника только с одного места, но тогда вот обнаружили, что вода идет к источнику из 2 разных, идет к роднику из 2 разных источников. Уникальность нашего родника в том, что с левой стороны течет прохладная вода, а с правой стороны течет теплая вода. Это, скорее всего, из-за того, что сами источники расположены на разном уровне в земле. Также следует отметить, что над строительством родника трудились представители 3 народов, которые проживали на территории нашего села. Архитектором был Халмуратов Бахтияр Малькович, мастером-скульптором Апселямов Неждет Перидович, а помощником мастера был Кисяков Константин Константинович, житель нашего села Гагауз. То есть над строительством родника трудились татарин, нагаец и гагауз. Хочу вам рассказать историю Александра Бергера. Александр Бергер сам родился в Австрии, в городе Грац. Здесь вот показаны его отец, мать. Это его жена с маленьким сыном. Александр Бергер входил в штаб-квартиру немцев, которая располагалась у нас в селе во время Второй мировой войны. Александра Бергера отправили в отпуск в марте 1944 года, так как жена должна была родить. Он был в отпуску, жена не родила, он по срокам должен был вернуться уже к нам в село. Когда он вернулся к нам в село, вскоре он узнает, что у него родился еще один сын, которого он впоследствии так и не увидел. Приехав к нам в село, он обращается к
жителям нашего села, к своим сослуживцам с призывом прекратить войну и сохранить жизни людей. Этот призыв не понравился немецкому командованию, его арестовывают и по решению военного немецкого трибунала его приговаривают к расстрелу. Арестовали его в мае, а расстреляли в июне. Пока он дождался своего ареста, он нарисовал автопортрет, который здесь находится под стеклом, и написал письмо жене. Здесь оно у нас тоже помещено. В этом письме он обращается к жене и просит прощения за то, что он оставляет жену с 2 маленькими сыновьями. Основным лейтмотивом этого письма выступает то, что он пишет «Я умираю невиновным». Именно этой фразой и озаглавлен наш стенд. Также он в письме пишет «Люблю и не забывай меня, Митцы, обними всех за меня, Хельмута и Эгона тоже». Расстреляли его 14 июня, и немецкое командование выслало уведомление его жене, которая здесь расположена под стеклом. Оно написано на немецком языке, и также там упомянуто название нашего села. Именно по этому уведомлению уже спустя много-много лет повзрослевшие сыновья Александра Бергера, здесь вот они на фотографии, приезжают к нам в село с целью узнать историю о своем отце и узнать место захоронения их отца. В этот день они приехали к нам в село, остановились перед Домом культуры и расспрашивали прохожих о чем-то. В этот день как раз работал у нас в музее Федор Иванович, и к нему часто заходил дядя Афанасий в гости. Дядя Афанасий приносил либо какие-то интересные экспонаты, либо рассказывал какие-то интересные истории. Они как раз сидели перед музеем и увидели, что 2 велосипедистов подъехали к Дому культуры и о чем-то расспрашивают прохожих. Никто ничего им не мог ответить. Федору Ивановичу стало интересно, о чем они расспрашивают, что никто не может ему ответить. Он подошел к ним, они говорят на немецком языке, он ничего не понял. И тогда он вспомнил, что есть девушка, которая поможет в общении с этими людьми. Была приглашена эта девушка, и тогда стало ясно, что они приехали с целью узнать историю своего отца и установить место захоронения отца. Дядя Афанасий, как только их увидел, он сразу сказал: «Я их знаю». Федор Иванович удивился: «Откуда можете знать, дядя Афанасий, этих людей, если они только-только к нам приехали в село, говорят на немецком?» Он не унимался, говорил, что он все равно их знает. И тогда дядя Афанасий рассказал, что он, когда был маленьким мальчиком, а ему было 9 лет, тогда во время Второй мировой войны, он жил по соседству с домом, где проживал Александр Бергер. Александр Бергер часто угощал этого 9-летнего мальчика конфетами, шоколадками угощал. А дядя Афанасий, чтобы тоже быть в чем-то, чтобы быть взаимным, просил у мамы яйца, угощал Александра Бергера яйцами. У них установились такие вот дружественные отношения. И, видимо, 9-летняя память дяди Афанасия запечатлела образ Александра Бергера, и он в одном из сыновей увидел схожие черты с отцом. Когда все это перевела переводчица сыновьям Александра Бергера, у одного из них потекли слезы. Спросили его: «А почему вы плачете?» Он сказал: «Когда я был маленьким, меня бабушка по отцу никогда не называла по имени. Она меня всегда называла Александром. Настолько он был похож на своего отца». С помощью дяди Афанасия, Федора Ивановича и других наших односельчан удалось установить дом, в котором проживал Александр Бергер, колодец, с которого каждое утро он доставал воду, и место захоронения Александра Бергера. На месте захоронения установлена гранитная плита. На гранитной плите высечено имя Александра Бергера на немецком языке. И каждый год в День Победы лицеисты нашего села возлагают цветы в память Александра Бергера. Многие жители нашего села оставили весомый след в истории Авдармы. Хочу вам рассказать об одной из жительниц нашего села, Капсамон Марии Федосеевне. Она являлась хранительницей церковного архива. Этой женщине удалось сохранить весь церковный архив, всю церковную утварь, все иконы с 1944 года по 1988 год. В 1944 году с установлением советской власти закрываются все церкви, в том числе и в нашем селе. Мария Федосеевна с помощью авдарминцев собрала весь церковный архив, церковную утварь, все иконы и хранила у себя дома вплоть до 1988 года. В 1988 году, когда сюда направили священника для служения в нашей церкви, она передала весь церковный архив, все, что она сохранила, и священник тогда говорил, что достаточно было провести только влажную уборку, все разложить по своим местам, и можно было переходить непосредственно к самой службе. Марии Федосеевне удалось все сохранить в сохранности, несмотря на то, что ее мужем был Капсамон Федор
Федор Васильевич, здесь вот его фотография, он являлся первым депутатом сельсовета. Этот мужчина был был коммунистом, а Мария Федосеевна была глубоко религиозной женщиной. Благодаря крепкой вере хрупкой женщине удалось сохранить весь церковный утварь и все, что хранилось в церкви. Церковный архив, сохраненный Марией Федосеевной, стал достоянием нашего музея. Увековечить ее имя, увековечить имена других авдарминцев, которые помогали в сохранении всего церковного архива, церковной утвари, удалось на памятниках, которые открылись 21 января 2021 года на территории церкви. Увековечены их имена на 2 памятниках. Хочу ознакомить вас с историей этих интересных часов. Этим часам уже 209 лет. Эти часы были привезены капитаном Кристовым, жителем нашего села, который находился во Франции в период с 1814 по 1818 год. Он находился под командованием Кутузова, он был офицером-топографом, то есть составлял карты. Когда он приехал к нам в село, он привез эти часы в качестве трофея и передал эти часы своим детям. И сказал, чтобы они их передавали с поколения в поколение. Это все так и делалось. Но в 1946 году этих часов не стало, никто не знал, куда они делись. И вот в 70-х годах уже прошлого столетия житель нашего села Иван Петрович Горголык заходит к своему соседу за каким-то сельскохозяйственным инструментом. И, как водится у нас у гагаузов, стали обходить хозяйство, зашли в огород. Когда они проходили по сараю, Иван Петрович увидел в соломе что-то интересное. Разворошив солому, он увидел часы. Часы необычные, старинные. А сам он занимался ремонтом часов на любительском уровне. Иван Петрович спросил у хозяина, как эти часы попали к нему. Хозяин сказал, что когда немцы уходили после Второй мировой войны, обменяли их у него на продукты. Они некоторое время висели у него в доме, работали исправно, но потом они перестали работать, как их наладить, он не знал, он и забросил их туда. И, увидев заинтересованность Ивана Петровича, предложил: «Я могу дать вам эти часы, потому что они мне все равно не нужны, забирайте их». Иван Петрович принес часы домой, осмотрел их тщательно, ничего серьезного в них не было, он их наладил, повесил у себя в доме, и они долгое время у него висели в доме и показывали время его домочадцам. И вот уже в наше время, перед открытием нашего музея в 2011 году, Игнат Михайлович со своими помощниками ходили по селу и собирали материалы, экспонаты для нашего музея. Побывали они в гостях и у Ивана Петровича. Посидели, поговорили. Только собрались уже уходить домой, услышали бой часов. И заинтересовались, какие же часы издают такой интересный бой. Хозяин дома проводил их обратно в дом, показал часы и рассказал историю, как они к нему попали. И тогда он предложил: давайте эти часы передам вам в музей, чтобы все посетители, туристы, которые бывают у вас в музее, могли полюбоваться этими часами. Игнат Михайлович забрал часы, но весь деревянный корпус был уже обветшалый, старенький был. Тогда Игнат Михайлович в Одессе отыскал часовщика-профессионала, который отыскал в каталоге фотографию этих часов, как они выглядели в оригинале. Часовщик-профессионал изготовил весь деревянный корпус 1 к 1, как они выглядели в оригинале. А специалисты по предметам старины провели экспертизу. В результате экспертизы они установили, что эти часы 1812 года, на них имеется клеймо 1812. Также они установили, что замена механизма, замена боя часов не производилась. Это все свое родное оригинальное. И также сохранился и ключик. Здесь вот я покажу вам ключик. Ключику, как и часам, тоже 209 лет. И этим ключиком мы заводим часы раз в неделю, либо 2 раза в неделю по необходимости. И мы очень горды, что у нас в музее висят часы, которым уже 209 лет, и они занимают такое достойное место в нашем музее и отмеряют время нашей будущей истории. Спасибо вам, Елена Федоровна, за проведенную экскурсию. Нам действительно было интересно побывать у вас в гостях и будто оказались в той атмосфере. Спасибо. Спасибо, приезжайте еще. Мы рады представить вам наш музей и историю нашего села. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.
Верочка, вот и подошел еще один день к концу наших путешествий. Было бы очень интересно и классно. Маша, у нас с тобой еще много дней впереди, и я думаю, что будет еще лучше. Ну, я вся в предвкушении.